Врата в мир знаний, аптека для души, столпы цивилизации. Такими эпитетами в разные времена великие люди называли библиотеки мира. Кто-то скажет, что в современном цифровом пространстве библиотекам нет места, и будет неправ. Библиотеки меняются, модернизируются веянием времени и технологиям, но по-прежнему несут и сохраняют главное – культуру и знания человечества. Библиотечная деятельность Алданского района начала формироваться в середине 20-х годов прошлого столетия вместе с освоением золотоносной алданской земли. Книги привозили с собой геологи и старатели, которые прибывали на золотые прииски. В 1936 году городская библиотека располагалась вот в этом небольшом деревянном здании на улице Октябрьской. Здесь же располагался книготорг «Читай город». В 1953 году постановлением Совета министров Якутской АССР городской библиотеке было присвоено звание имени поэта Николая Алексеевича Некрасова. В 1966 году прошлого столетия Некрасовка переместилась в двухэтажное здание политпросвета, в котором обслуживала своих читателей на протяжении 40 лет. А в 2006 году состоялся переезд уже в статусе районной библиотеки на улицу Дзержинского, где она дислоцируется и по сей день. Реалии современного информационного общества ставят перед библиотекой новые задачи развития: модернизацию библиотечных процессов, внедрение новых форм и методов обслуживания, оказание разнообразных, доступных и качественных библиотечных услуг. Коллектив библиотеки идет в ногу со временем и готов в будущем реализовывать самые смелые замыслы, осуществлять интересные проекты, воплощать новые творческие идеи. И такая работа ведется совместными усилиями творческих и профессиональных работников библиотек, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города и района. Первую библиотеку, конечно, я не помню, но помню библиотеку, которая была по улице Октябрьской. И несмотря на то, что она была достаточно такая уже, в мое уже достаточно взрослая, имеется в виду здание уже такое было достаточно старое, вот, но тем не менее коллектив библиотеки был всегда радушный и встречал нас, школьников, потом студентов техникума, встречал всегда с любовью, с теплотой и всегда помогал нам выбрать какие-то книги, которые нас интересовали. И очень отрадно, что с течением времени библиотека не потеряла свою значимость для всех жителей района, в принципе для всех людей. Несмотря на то, что у нас сегодня век технологий, интернета, что любую книгу можно практически найти на просторах интернета, но тем не менее, вот то общение, которое зародилось, наверное, в детстве, общение с живой книгой, переворачивание листов, шуршание страниц, это, наверное, то чувство, которое никогда не забудешь. И я уверен, что та модернизация, которая прошла в нашей библиотеке, она послужит в том числе и тому, чтобы люди все-таки отрывались от гаджетов и возвращались в библиотеку, возвращались к живой книге, возвращались к живому общению. В 2021 году библиотека имени Некрасова стала победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек. На перезагрузку библиотека получила 10 миллионов рублей. Библиотеки меняются, идут в ногу со временем. Подспорьем в этом является национальный проект «Культура», в котором мы приняли участие в 2020 году. В 2021 году мы получили финансирование федеральное в размере 10 миллионов рублей. Ну и сегодня вы можете видеть, как преобразилась наша библиотека. Я очень на это надеюсь, что наша библиотека станет центром живого человеческого общения и центром притяжения для молодежи. Дизайнерское решение нового облика Некрасовки лежит в плоскости открытого пространства, которое позволяет мобильно менять обстановку для проведения тех или иных мероприятий, квизов, квестов, заседаний клубов. Сегодня здесь оборудованы зоны тихого чтения, коворкинга, студия звукозаписи, VR-комната, игровая смарт-лаборатория с 3D-оборудованием и всем, что необходимо для занятия робототехникой. В библиотеке работает библиокафе. В актовом зале установлен светодиодный экран. Для маломобильных групп читателей в библиотеке функционирует специальный подъемник. Предполагается работа клубов по интересам, где желающие могут поделиться с земляками своими умениями в той или иной сфере. Библиотеки сегодня выходят на конкурентную среду с домами культуры, с театрами. Они превращаются в пространство для общения. Человек же что-то какое? Оно не любит только быть одиночеством. Одиноким, одним.
И общение – это главная суть того, что мы называемся человеком. И сегодня библиотеки становятся пространством для общения. У нас 5 миллионов человек посещают наши библиотеки Республики Саха-Якутия. Читателями, постоянными абонентами, те люди, которые приходят на мероприятия, которые проводят библиотеки. Ну вот смотрите, мы сегодня в Алдане открываем первую модельную районную библиотеку. Это федеральный центр нам вложил 10 миллионов рублей. И это пространство мы сделали как новый дом, правильно? И если сюда ходит 250 тысяч человек в год, то теперь, я думаю, двери будут вообще всегда открыты. Мы будем уже, наверное, менять время, общения. Наряду с передовыми достижениями науки и техники в Некрасовке есть зона ностальжи. Здесь имеется проигрыватель для виниловых дисков, подборка пластинок. И каждый посетитель, надев наушники, не мешая другим, может под шипение иглы послушать винил, свои любимые песни и окунуться в юность и детство. Очень здорово, что у нас в Алдане сохраняют традиции именно чтения, бумажных либо, что у нас с каждым разом пополняется библиотека, что у нас появилась вот такая замечательная, новая, красивая, куда очень будет всегда приятно приходить и молодежи, и также взрослым людям. Ну, а вы же видели, как все изменилось. Появилось много техники, свободные зоны для чтения. Как вы думаете, молодежь будет сюда приходить? Я думаю, да, потому что ведь все делалось для молодежи. Почему бы и нет? Я думаю, что они проникнутся этим всем и обязательно придут, им понравится. И так мы, скажем, поднимем традицию. Молодежь начнет, может быть, даже читать благодаря вот такому изменению нашей библиотеки. Настал самый долгожданный момент нашего события. Я объявляю торжественное открытие модельной библиотеки Российской Федерации Республики Саха-Якутия. В свои 85 лет библиотека видит перспективы дальнейшего развития в сочетании современных технологий, инновационных форм и методов работы с традициями прошлого. Библиотека открыта обществу и стремится к тому, чтобы быть привлекательной для самых разных людей, удовлетворяя разнообразные потребности своих читателей, оставаться для них источником знаний и информации, местом духовного, интеллектуального и человеческого общения.